Первый вопрос такой. Вот уже сегодня говорилось, что для любой страны сосед – это половина успеха, но есть еще одна поговорка американская: сосед хороший, когда забор хороший. Niin, että on hyvä naapuri, kun on hyvä aita. Mm, И amerikkalainen и в proverbi. вопросах экологии это важный момент, потому что вы находитесь рядом с Россией, с большой страной, которая со всеми плюсами и минусами. Вот каким, на ваш взгляд, должно быть именно экологическое взаимодействие с Россией? Kiitos kysymyksestä. Tärkeä kysymys. Очень важный вопрос, и спасибо за вопросы тоже. Но, как мы здесь были сегодня, это природа, экология, это для нас общий вопрос. И мы вместе там надо, и мы хотим работать вместе, потому что здесь границ нет. Граница ну, как бы не граница, но у нас в первую очередь еще и общее вот морское взаимодействие. Вот с этим как-то можно тоже более подробно уточнить? Niin merellisestä yhteistyöstä vielä. Ну, может быть, я сейчас по-фински, потом через переводчиком, что будет. Eli juuri näin on luonto, on ilma, on meri ja kaikessa tässä juuri se luonnonsuojelu on tärkeää. Да, действительно, природа, воздух, море – это все наше, это общее для нас. И охрана природы при этом самое главное. Ja Itämeri, joka yhdistää meitä, Suomenlahti, joka yhdistää meitä, niin on myös erityisen herkkä alue. И особо уязвимая такая территория как раз это Балтийское море и Финский залив, которые нас объединяют. Ja tässä on tehty vuosien varrella todella hyvää yhteistyötä. В течение многих лет здесь уже проводится отличное сотрудничество. Haluan antaa teille konkreettisen esimerkin. Хочу привести конкретный пример. Ja se on vesien suojelu ja jätevesien puhdistaminen. Это охрана вод и очистка сточных вод. Ja luulen, että täällä Pietarissa tämä yhteistyöhistoria tunnetaan. Я полагаю, что здесь, в Санкт-Петербурге, история вот этого взаимодействия и сотрудничества хорошо известна. Ja juuri tällaista yhteistyötä on tärkeää jatkaa. Ja se yhteistyö on tapahtunut paitsi Venäjän, Pietarin, Leningradin alueen, Suomen, mutta myös kansainvälisen yhteistyön avulla. И именно такого рода сотрудничество очень важно продолжать. И при этом нужно помнить о том, что такое сотрудничество велось и ведется с участием как Финляндии, Российской Федерации, Санкт-Петербург, Калининградской области, вообще северо-запада России, но не только. Это также ведется в рамках международного сотрудничества. Ja tässä on yhteinen poliittinen tahtotila, mutta sitten myös yhteinen käytännön työ. Здесь у нас общая политическая воля присутствует, но также и прагматический подход к работе. А вот не секрет, что пандемия, она как бы двойственно отразилась и на взаимодействии, в том числе на экологическом взаимодействии. С одной стороны, по крайней мере, в начале говорилось, что это плюс для экологии, но тоже встают вопросы утилизации каких-то отходов там и так далее. Вот в период пандемии, да, сейчас как вообще расценивается вот эта часть, как бы, да, повестки, то есть пандемия, какие, на ее взгляд, внесла плюсы и минусы вот именно в экологическое взаимодействие? Luulen, että pandemia on tuonut meidät perusasioiden äärelle. Я думаю, что вместе вот это, ну, можно сказать, благодаря вот этой пандемии мы вернулись к основным вопросам, самым существенным вопросам. Mikä on meille elämässä tärkeää. Что вообще важно для жизни нашей. Ja siinä on se ihmisten tapaaminen, mutta sitten myös ympäröivä luonto. Конечно, это общение, контакты между людьми, но и окружающая для нас природа. Suomessa ehkä yksi asia niin on ollut etätyö. В Финляндии, наверное, такой пример достаточно наглядный – это дистанционная работа.
Ja juuri sitten myös, että sitä etätyötä on voinut ehkä tehdä joskus myös vaikkapa keskellä luontoa. И даже то, что иногда такой дистанционной работой можно заниматься и на природе. Eli tässä on ollut niin kuin, myönteisiä esimerkkejä, mutta toki sitten kaikki kaipaavat myös sitä kanssakäymistä toisella tapaa. Значит, были положительные примеры, но, естественно, все уже соскучились и по живому общению. Voi olla, että matkustus on vaikuttanut, on ollut ehkä vähemmänkin päästöjä liikenteestä tai lentoliikenteestä. Конечно, то, что сократилось путешествие, передвижение людей тоже имело определенное воздействие. Наверное, выбросы от транспорта, от авиации, например, они уменьшились. Mutta sitten tietenkin kun katsoo kokonaisuutta ja maailmaa, niin tätäkin tarvitaan. Но если посмотреть в целом, путешествия, в общем-то, передвижения, они тоже нужны для нас. Ja oikeastaan haluaisinkin nostaa myös esiin, mitä tulee ympäristöyhteistyöhön tulevaisuuteen, niin haluaisinkin nostaa esille myös liikenteen merkityksen maalla, merellä ja ilmassa. И то, что касается будущего сотрудничества, здесь я хочу как особо именно поднять вот эту тематику вот транспорта, как и на суше, так и в воздухе, так и на море. Miten me järjestämme vaikka julkista liikennettä? Каким образом мы организовываем общественный транспорт? Tai millaisia polttoaineita käytetään? Или какие виды топлива используются для транспорта? Eli ehkä tämä pandemia on myös tuonut enemmän tarvetta innovaatioille. Наверное, вместе с пандемией у нас еще более остро стоит вопрос об инновациях. Они нужны. Когда, на ваш взгляд, все-таки вопрос туристический, вопрос взаимодействия между странами, не секрет, он зависит не только от медицины и пандемии, но еще от тех условий, на которых договариваются страны. Вот когда произойдет все-таки, скажем, большее открытие границ и в ту, и в другую сторону? И какие вообще прогнозы на это? Тоже очень хороший вопрос, и мы тоже ждем, что мы можем... Вы можете еще и Да. делать что-то. Но все зависит от ситуации с пандемией. Но я оптимист. Пандемия, конечно, продолжается, но нам надо жить тоже с пандемией. Что очень важно, это чтобы мы сделали прививки. В Финляндии это уже скоро, в октябре 80% населения будет прививки два доза. Да, Россия чуть меньше, поэтому я подчеркну, что это очень-очень важно. Но постепенно мы уже, скажем, открыли визи движение, тоже думаю, что если все продолжается, как сейчас, если тоже здесь больше и больше прививки сделают, мы можем постепенно открыть. И, конечно, это не только мы, это тоже, что Россия решает. Но посмотрим, как будет. Мы тоже очень, коллеги, туристы, людей из России в Финляндию и из Финляндии сюда. Очень. Последний вопрос про Петербург. Вообще ваши впечатления от города и как часто много вам доводилось бывать до того, как вы назначились на эту должность? Вообще, что для вас Санкт-Петербург? Очень приятный опыт. Я здесь сейчас 3 месяца живу с дочерью. Приятный город, красивый город, богатый город. Люди очень открытые, приятные. Но я раньше жила, это уже 20 лет назад в Москве. Первый раз сейчас в Петербурге, в Питере живу. И уже могу сказать, люблю здесь жить.
И есть тоже измерение, может быть, по поводу природы, по поводу как это, palvelu, обслуживания. И позитивно, по-моему, тоже здесь, когда я здесь первый раз был как турист, много изменилось тоже. И для меня позитивно тоже. Спасибо большое. Спасибо.